Добрый день, уважаемые друзья! Я рада вас приветствовать. Меня зовут Игнатова Ярослава Игоревна. Я являюсь консультантом, учителем, логопедом, консультантом консультационного центра Коми Республиканского института развития образования, а также учителем-логопедом МАДОУ детский сад 61 города Сыктывкара. И сегодняшний наш вебинар будет называться «Здоровье сберегающие технологии в развитии речи ребенка». Это некое подведение итогов предыдущих вебинаров, которые я уже проводила по логопедическому массажу в домашних условиях, по дыхательной гимнастике. И сегодня я расскажу общие тенденции здоровья сбережения. Так, и что же такое здоровье сберегающие технологии? Это педагогические технологии, которые направлены на сохранение, поддержание и обогащение здоровья объектов педагогического процесса. Актуальность применения данной технологии обусловлена тем, что, сохраняя здоровье детей в процессе воспитания и обучения, одна из приоритетных задач педагогики в программе модернизации российского образования. Так, ну давайте посмотрим с вами. Так. Дети с речевыми патологиями, как правило, отличаются от своих сверстников. Сохранение и укрепление здоровья особенно важно для детей с нарушениями речи, поскольку они соматически ослаблены, а некоторые имеют и хронические заболевания. Дети с речевыми недостатками, как правило, отличаются от своих сверстников по показателям физического и нервно-психического развития. Ну, давайте посмотрим особенности физического развития детей с речевыми недостатками. Но это нарушение дыхания, голосообразования, нарушение общей и мелкой моторики, расторможенность или заторможенность мышечного напряжения, повышенная утомляемость, заметное отставание в показателях основных физических качеств, силы, скорости, ловкости, нарушение темпа ритмической организации движений. Какая же цель? Цель здоровья сберегающих технологий является разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, обеспечение его полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к здоровому образу жизни. Как и в любой педагогической технологии, в данной технологии существуют такие принципы. Ну, естественно, не навреди, систематичность и последовательность постепенного наращивания оздоровительных действий, сознательности и активности, всестороннего и гармоничного развития личности, доступности и индивидуальности, системного чередования нагрузок и отдыха и возрастной адекватности здоровья сберегающего процесса, что означает, что есть упражнения, которые направлены в более младшего возраста, дошкольного, есть упражнения, которые делаются в более старшем дошкольном возрасте. Ну, сохранение данной принципы, они как раз соответствуют здоровью сберегающим технологиям. Так, давайте посмотрим, каков же портрет ребенка, имеющего речевую патологию. Это ребенок с нарушением артикуляционных укладов, либо органов артикуляционного аппарата, нарушением дыхания, голосообразования, нарушением общей и мелкой моторики, расторможенностью или заторможенностью, как я уже говорила выше, мышечного напряжения, с повышенной утомляемостью, заметным отставанием в показании основных физических качеств, силы, скорости, ловкости, нарушением темпа ритмических движений. Это то, что касается особенностей физического развития детей с речевыми недостатками. В плане особенностей психического развития детей с речевыми недостатками наблюдается нарушение оптико-пространственного праксиса, неустойчивость внимания, расстройство памяти, особенно слуховой, и несформированность мышления, задержка развития воображения. Несомненно, что все перечисленные методы... Так, сейчас, секундочку. Так, давайте рассмотрим с вами, какие же у нас технологии, здоровьесберегающие технологии. Это вот, естественно, дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, развитие общей моторики, развитие мелкой моторики пальцев рук, суджок-терапия, массаж и самомассаж, психогимнастика, релаксация.
Несомненно, все эти методы являются составляющими здоровьесберегающих технологий. Благодаря использованию здоровьесберегающих технологий у детей происходит улучшение памяти, внимания, мышления, повышение способности к произвольному контролю, улучшение общего эмоционального состояния, повышается работоспособность, уверенность в себе, стимулируются двигательные функции, снижается утомляемость, улучшается пространственное представление, развивается дыхательный и артикуляционный аппарат, стимулируется речевая функция и улучшается, естественно, соматическое состояние ребенка. И сегодня давайте мы познакомимся более подробно с нашими технологиями здоровьесберегающими. Ну, первое, вот что используют в логопедии, конечно, это артикуляционная гимнастика. Она является неотъемлемой частью логопедической работы. И артикуляционная гимнастика, регулярное ее выполнение, чему способствует? Это, конечно, улучшение кровоснабжения артикуляционных органов и их иннервацию, нервную проводимость, то есть подвижность языка улучшает, улучшает подвижность других артикуляционных органов, укрепляет мышечную систему языка, губ, щек, уменьшает напряженность артикуляционных органов. При выполнении артикуляционной гимнастики происходит выработка правильных полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата. Объединение простых движений в сложные для правильного произношения. При проведении артикуляционной гимнастики очень удобно подключать сказкотерапию. То есть у каждого упражнения артикуляционного есть свое название, да, чтобы ребенку было удобно ориентироваться. И на основе этих названий можно составлять свою сказку. Есть сказки уже разработанные, можно придумать свою, либо историю какую-то придумывать. Ну вот посмотрите, тут перед нами в стихотворной форме представлены пара артикуляционных упражнений. Например, упражнение бегемот. Бегемот открыл рот, позевал, потом закрыл, подержал подразнилимый бегемота, пошутить над ним охота. И вот точно так же открываем широко рот. Мы открыли рот, как открыл бегемот. То же самое другое упражнение – улыбочка. Или еще называют заборчик. Улыбается щенок, зубки на показ. Я бы точно так же смог. Вот смотри сейчас. Показываем упражнения. Одни и те же упражнения могут носить иногда разные названия. Предположим, тот же самый улыбочка, да, есть упражнение заборчик, когда показываются все зубки, мышцы растягиваются губ, и ребенок, зубки обнажая, натягивая губы, работает над именно мышцами губ. Вот. Упражнения все выполняются под счет, то есть должна отрабатываться какая-то темпоритм, должен вырабатывать, чтобы ребенок чувствовал. Если, предположим, упражнение статическое, да, например, тот же самый выполнение открыть рот и держать открытым. То есть начинаем от самого малого, то есть, например, считаем до 5. Или вот читаем стихотворение, чтобы ребенок смог удержать эту позицию. Затем мы можем увеличивать время прохождения этого упражнения. Есть упражнения динамические, когда мы упражнения выполняем, какой-то артикуляционный орган у нас двигается. Предположим, те же самые часики, да, мы можем выполнять подсчет, и ребенок, выполняя упражнения, учится не спешить, слышать взрослого и выполнять упражнения в определенном ритме. Вот, потому что чаще дети не могут контролировать свой ритм, и поэтому счет очень помогает. Либо какое-то стихотворное упражнение, когда вот тоже там есть ритм, поэтому ребенку легче так выполнить. То есть, либо упражнение может выполняться сопряженно, это когда взрослый и ребенок выполняют одновременно. То есть ребенок, ориентируясь на взрослого, повторяет за ним
в том же ритме упражнения. Так, ну давайте дальше мы пройдем. Следующий у нас раздел — это здоровье-сберегательные технологии, это дыхательная гимнастика. О дыхательной гимнастике уже я проводила вебинар, его можно будет также посмотреть, зайти на сайт Криро и в разделе консультационного нашего центра, там можно найти вебинары в записи. Ну, давайте посмотрим, что же такое дыхательная гимнастика. Это неотъемлемая часть оздоровительного процесса, оздоровительного режима. Дыхательная гимнастика способствует развитию и укреплению грудной клетки. Упражнения дыхательной гимнастики направлены на закрепление навыков диафрагмально-речевого дыхания. Оно считается наиболее правильным типом дыхания. Ведется работа над развитием силы, плавности, длительности выдоха. Кроме оздоровительного значения, выработка правильного дыхания необходима для дальнейшей работы над коррекцией звукопроизношения. То есть, если мы не научим ребенка правильно дышать, то и мы не сможем поставить ему правильные звуки, потому что и артикуляция, и дыхание, они взаимосвязаны. Еще Александра Николаевна Стрельникова утверждала: люди плохо дышат, говорят, кричат и поют, потому что болеют. А болеют, потому что не умеют правильно дышать. Научите этому их, и болезнь отступит. Поэтому дыхательные упражнения уже, наверное, о том, что имеет очень большое значение в нашем соматическом здоровье, дыхательная гимнастика, не только для умения правильно говорить, но и в общем, наверное, уже сейчас достаточно распространенное явление, когда люди занимаются именно непосредственно дыхательной гимнастикой. Так, где же мы можем использовать дыхательную гимнастику? Если, вот, предположим, в дошкольном учреждении, то, естественно, в различных режимных моментах, как часть физкультурного занятия, музыкальной образовательной деятельности, в утренней гимнастике, после дневного сна, на прогулке, в игровой деятельности и так далее. Упражнения дыхательной гимнастики проводятся ежедневно по 5-10 минут в хорошо проветриваемом помещении. И, естественно, и логопед в своей деятельности также использует как часть логопедического занятия именно дыхательную гимнастику. Дыхательную гимнастику, еще раз я вам напомню, что не рекомендуется делать детям, у которых имеется травма головного мозга, травма позвоночника, при кровотечениях, при высоком артериальном или внутричерепном давлении, пороках сердца и при некоторых других заболеваниях, потому что это все-таки нагрузка идет на эти органы, поэтому лучше активные дыхательные упражнения с таким заболеванием не выполнять. Так, ну давайте мы с вами немножечко тут, можно некоторые упражнения приведу, можете его попробовать выполнить. Один небольшой комплекс. Так, итак, часики в стихотворной форме. Часики вперед идут, за собой нас ведут. Исходное положение: мы стоим на полу, ноги слегка расставить. На первую фразу мы делаем вдох, взмах руками вперед, тик, и вдох выполняем. А на второе взмах руками назад и тик. Ой, так выполняем. Это будет выдох. То есть это тоже выполняется в определенном ритме. Часики вперед за собой идут, за собой нас ведут. Взмахнули, вдохнули, тик. Взмахнули, вдохнули, так. Тик, так. Тик, так. То есть на вдохе тик, на выдохе так. Ну, еще упражнение такое, крыльями, петушок называется. Крыльями взмахнул петух, всех нас разбудил он вдруг. Встать прямо, ноги слегка расставить, руки в стороны, вдох, а затем хлопнуть ими по бедрам, вдыхая, произносить вдох, кукареку. И так выполняем можно 5-6 раз. Но это тоже все индивидуально, смотреть надо за ребенком, как он на это упражнение реагирует. То есть, еще раз повторяю, мы встаем, выполняем упражнение стоя, руки в стороны, вдохнули. Кукареку выполнили.
Так, ну давайте еще посмотрим, какие у нас дыхательные упражнения, как можно играть. Ну вот посмотрите внимательно. Есть специальные тренажеры. Вот компьютерная игра, тренажер, игры для тигра. Блок тут дыхание идет. И вот для данной игры используется микрофон, ребенок дует в микрофон, и вот тигренок сдувает, предположим, кораблики. То есть по экрану он видит, как плывут кораблики. Чем сильнее выдох, тем кораблики дальше плывут. Чем слабже выдох, тем кораблики ближе остаются, то есть не двигаются. Там в данной компьютерной игре достаточно много упражнений, которые направлены именно на дыхание, на выдох правильный. Так, ну и вот посмотрите, различные тренажеры, которые можно использовать. Это султанчики, обычные кораблики мы можем сделать, и с ребенком просто дуть в тазике, набрать воду и сдувать кораблик, обычную лодочку. Тут можно задействовать и с ребенком сделать этот кораблик, там, лодочку, то есть и учить его и руками мастерить, то есть метод оригами, когда учится ребенок складывать, потому что это тоже тут задействована мелкая моторика, о которой мы будем чуть позже с вами говорить. Вот. И затем уже дыхательная игра сама идет. Ну, давайте теперь перейдем. Посмотрим общая моторика, да? Ну, чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивнее развивается его речь. Оздоровительные паузы, физминутки проводятся в игровой форме, в середине занятия проводятся. Ну, также можно с ребенком, если вы дома занимаетесь, точно так же вы можете взять физминутку. Очень много сейчас есть и в стихотворной форме, и представлены в музыкальной форме физминутки. Игр с движениями идет, то же самое у Железного для малышей взять. Песенки, в которых ничего выдумывать не надо, то есть песенки пропеваете, и все движения в этих песнях поются, то есть выдумывать ничего не надо. Все это представлено тоже в интернет-ресурсах, то есть вы можете это набрать, речь с движениями, музыкальные песни, музыкальные физминутки, это все есть в интернете. Так, для чего же направлены, на что направлены занятия? Они направлены на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции. Сочетание речи с определенными движениями дает ряд преимуществ для детей, посещающих логопедические занятия. Ну и, естественно, в домашней ситуации тоже. Вот тут написано о быстроте реакции. Те же самые веселые песенки, игры, когда их включаете, там идет повторение, много песенок таких, когда идет повторение одного и того же куплета, да, с движениями, но ускоряется темп. Предположим, первый куплет медленный темп, второй куплет быстрее темп, третий еще быстрее, еще быстрее. То есть ребенок движение запоминает, но при этом увеличивается темп, быстрота реакции и темп движения увеличивается. Это тоже очень направлено. Дети с речевой патологией, конечно, для них это веселое мероприятие, но оно вызывает иногда трудности. То есть они не могут сориентироваться, когда ноги, руки в разные стороны. Естественно, это выполняет, ребенку сложно в данной ситуации, поэтому делать все от простого к сложному. Так, ну давайте посмотрим, вот какие приготовила. Видите, динамически с малышами играем в игру подвижную, вышли козочки гулять, да, и детки демонстрируют. Небольшая физпауза, буквально на 2-3 минутки. Подвижная игра, и детям очень нравится. И то же самое вы можете поиграть дома с малышом. Если вы даже вдвоем остались, подключайте других родственников, также можете поиграть. Естественно, у нас упражнения, которые вот идут на физическое развитие детей, умение работать с тем же мячом, потому что детки, ручки слабые, когда у ребенка, то дети не могут даже элементарно большой мяч держать в руках, то есть он у них падает. Не умеют детки отбивать мяч.
Это все тоже влияет именно на общее развитие, естественно, на речевое развитие. Поэтому обучайте, не запрещайте ребенку играть с мячом, а наоборот, это продвигайте его в этом, да. Мяч вообще очень хороший такой объект, с которым можно в различные игры играть. И словесные, то есть мы тут можем и задействовать общую моторику, и в то же время играть в какие-то словесные игры, то есть всестороннее развитие будет, да. Посмотрите, вот на картинке у нас представлено, что ребята пытаются, малыши, попасть в корзиночки, да, это тоже не так просто. Умение также подниматься, спускаться по ступенькам, по лесенкам, вот шведские лесенки, тоже дети не умеют, потому что нужно правильно захват перил делать, а ребенок не может взять, поэтому начинать надо тоже с простого, учить ребенка просто держаться за палочку, правильно захват делать, что у нас ручка, пальчик большой снизу, другая ручка, другие пальчики сверху, как переставлять нужно. Этому всему нужно обучать. Естественно, в детских садах это все происходит на занятиях по физкультуре. Ну и, естественно, в домашней обстановке вы тоже точно так же можете физически развивать ребенка. Так что общая моторика имеет тоже очень большое значение в речевом развитии. Ну и теперь давайте посмотрим, перейдем еще к одной форме здоровья сбережения – это развитие мелкой моторики пальцев рук. Развитию мелкой моторики пальцев рук на коррекционных занятиях уделяется особое внимание, так как этот вид деятельности способствует умственному, речевому развитию, выработке основных элементарных умений, формированию графических навыков, целесообразно сочетать упражнения по развитию мелкой моторики с собственными речевыми упражнениями. Да, немножко дальше мы с вами поговорим о таком направлении, как биоэнергопластика. Но сейчас пока о мелкой моторике. Ученые, которые изучают деятельность детского мозга и психику детей, установили, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Выполняя пальцами различные упражнения, ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики, что способствует развитию внимания, мышления, памяти, благотворно влияет на развитие речи, готовит, как я уже говорила, руку к письму. Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив крови к рукам. Это благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и физическому здоровью, повышает функциональную деятельность головного мозга, тонизирует весь организм. Ну и пальчиковых гимнастик сейчас тоже на просторах интернета достаточно много, все в игровой форме. Самые простые – это когда мы учим ребенка загибать пальчики, да? То есть пальчики наши даже не могут иногда расправиться. Вот, настолько бывает в тонусе пальцы, да, или наоборот настолько слабые, что ребенок даже не может сжать кисти рук, то есть слабенькая ручка. Вот, поэтому для этого проводятся упражнения по развитию именно мелкой моторики. Ну, давайте вот, например, обычное упражнение такое стихотворное про утят мы прочитаем. Загибаем пальцы рук. Чаще упражнения даются для пальчиковых игр в стихотворной форме и пишутся, какие задания, что нужно выполнить именно при выполнении этой гимнастики. Иногда упражнение в соответствии с текстом пишется, стихотворный текст в соответствии с текстом. Либо вот просто мы загибаем пальчики, да? Например, такое. Раз, два шли утята, 3, 4 за водой, а за ними плелся 5, позади бежал 6, а 7 от них отстал, а 8 уже устал, а 9 всех догнал, а 10 испугался, громко-громко запищал. Пи-пи-пи, не пищи, ты нас лучше поищи. И посмотрите, какая динамика идет. То есть мы учимся загибать пальчики, разгибать пальчики. Вот. Есть упражнение очень хорошее, такое достаточно знакомое. Например, на двери висит замок.
кто бы его открыть бы мог. Потянули, покрутили, постучали и открыли. Тот же самый замочек иногда бывает ребенку очень сложно сложить, да? И также начинается с самых простых. Просто поглаживание пальчиков идет, да? В младенческом возрасте это все может делать мама ребенку, рассказывая сказку, рассказывая историю. То есть тут идет и словесная с ребенком работа, и в то же время прорабатывание, массаж подушечек пальцев или всей фаланги пальцев. Ну, теперь какие еще могут быть пособия, которые направлены именно на развитие мелкомоторики. То есть мы можем не только играть в пальчиковые игры, но и посмотрите, да, то есть вот если внизу мы посмотрим, у нас пальчиками мы играем, можем на столе играть, да, то есть поставили пальчики и наши пальчики идут. Вот. Также есть пособие, посмотрите внимательно, все разработано как бы и руками педагогов, те же самые крышечки, если вы посмотрите. Дети, вот из опыта я могу сказать, дети могут раскрутить крышечки, но им сложно их закрутить. Самое интересное, потому что нужно поставить в резьбу, и ребенок должен работать этими движениями пальцев рук, да? Затем у нас есть, если помните, есть такой аппликатор Кузнецова. Тоже вот использование аппликатора, то есть вот эти кружочки с шипами, можно нарисовать руку ребенка и точно так же играть, массажировать пальчиками. И заодно закрепляем название пальцев. Да, большой палец, средний палец, безымянный палец. Вот. Затем, например, те же самые тактильные дорожки делаются, массажные мячики. Берутся, вот, например, винты такие. Если папа с руками, то он обязательно может сделать своему ребенку, когда закручиваются винты разного диаметра, и ребенок закручивает гайки. То же самое, как крышки, только тут немножко другой процесс. Работа с бигудями. Старые бигуди, если вы помните, они такие с шипами тоже были, у кого у бабушек остались еще. Если посмотрим, различные дорожки, прокатывание массажных мячиков по дорожкам может проходить, игры с резиночками. Следующее у нас идет, ну, посмотрите, игры с прищепками. То есть сейчас тоже достаточно очень много игр разных. И прищепочки сейчас очень мягкие идут, с которыми можно не только, вот, предположим, ребенок надевает на какой-то предмет, да, например, сделай хвостику морковки, да, и ребенок находит зеленые прищепочки, прицепляет. Но также можно и с мягкими прищепочками, которыми можно массажировать кончики пальцев, да. Ну, естественно, вот посмотрите, здесь у нас есть, сейчас в фикс-прайсе продается достаточно много различных камушков, вот, и ребенок тут можно и закрепление цвета, и формы какой-то, и выкладывание этих камушков. Также можно эти камушки, если мы складываем в емкости, где у нас вот крышечку открыли, там горлышко открыто, туда можно спрятать фасолинку, камушек какой-то. Как достать оттуда? А для этого у нас есть пинцетик, и мы можем взять пинцетиком, то есть тоже захват правильный пинцетом. Дети тоже это не умеют делать. Мы достаем оттуда фасолинку или камушек какой-то, да? Ну и, естественно, это выкладывание различных мозаик. Мозаики тоже очень, вроде бы старинная такая игра с нашего детства, еще наших бабушек игра, но она достаточно эффективная. Так, ну давайте посмотрим еще, что же можно применять. Прием ниткографии можно использовать как дома, так и на занятиях. Используя этот прием, можно решить следующие задачи: совершенствование зрительного восприятия, развитие зрительно-моторной координации, формирование плавности, точности движений, подготовка руки к письму, закрепление навыков рисования, развитие мелкой моторики и воображения, а также связанной речи ребенка. То есть почему связанная речь? То есть вы создали картину из ниточек и придумали какую-нибудь сказку при использовании вашего творчества. Все это можно выполнять с ребенком, то есть не обязательно. Можно нарисовать, предположим, и ребенок уже на нарисованный объект выкладывает ниточки. Так.
Ну вот еще один следующий метод — это суджок-терапия. Об этом как бы я не говорила. Но что же такое суджок? Суджок-терапия — это последнее достижение восточной медицины. В переводе с корейского языка обозначает су — кисть, джок — стопа. Суджок-терапия оказывает воздействие на биоэнергетические точки с целью активации защитных функций организма и направлено на воздействие зон коры головного мозга с целью профилактических речевых нарушений. Ну вот тут еще также у меня написано, что это стимуляция высокоактивных точек, соответствующих всем органам и систем, расположенных в кистях рук и стопах. Воздействие на точки стоп осуществляется во время хождения по ребристым дорожкам, коврикам с пуговицами и так далее. На занятиях коррекционных происходит стимулирование активных точек, расположенных на пальцах рук, стопах ребенка при помощи различных приспособлений: шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие валики. Ну вот я вам представлю, вот он, этот суджок-шарик. Внутри находятся две пружинки, которые вот, я думаю, многие уже знают, да, которые вот надеваются на пальчики. Вот мы надеваем и пробегаем, то есть вот стимуляция всего пальца, да. Но тоже нельзя держать пружинку в таком виде, то есть она должна работать. Поработали, активизировали нервные окончания и затем убираем. То есть на пальце не оставляйте эту пружинку, она достаточно плотная. Сами шарики, они вот с такими шипами. Продаются они в аптеках, так же как и массажные шарики, мячики продаются различные. Ну давайте немножко поиграем. Также можно играть с ребенком в стихотворной форме. Так, ну давайте. Катится колючий еж, нет ни головы. Ежик, нет ни головы, ни ножек. По ладошке он бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. Вот посмотрите, вот мы катаем и сжимаем слегка этот шарик. И чувствуется, прямо он пробегает, у нас даже след остается от шарика. Так, мне по пальцам бежит и пыхтит, 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 бегает туда-сюда. Мне щекотно, да-да-да, вот мы по пальчикам, вот мы можем пальчиками всеми пробежаться по нашему ежику. Уходи, колючий еж, в темный лес, где ты живешь. Кладем в ладонь шарик и берем подушечками пальцев. Вот я положила, взяла. Теперь взяла, положила, взяла. Положила, взяла. Также положила, взяла. Различные упражнения есть. Так, ну давайте мы дальше вот посмотрим еще, какие у нас есть. Ну вот эти массажеры суджок, чудо-варежки, которые тоже могут стимулировать не только наши окончания наших пальцев, значит, работать, да, но и делать гимнастику такую небольшую для мышц. Если, предположим, ребенок наоборот, как расслабленные мышцы, то можно поработать массажной варежкой, да. Вот различные массажные мячики для рук, для ног. Дети тоже очень любят стопотерапию, это тоже здоровье, сбережение, у нас тоже технологии относятся, когда детки прокатывают вот такие валики, вот такие спаренные шарики прокатывают стопой ноги вперед, назад, да, можно по кругу катать стопой. Вот. И дальше точно так же эти упражнения можно делать, выполнять в стихотворной форме. Так, ну вот я вам представлю, видите, массажный мячик с руками работа и со стопой ребенка. Так, ну следующее у нас что идет? Это массаж и самомассаж. Об массаже мы тоже с вами говорили, достаточно много был посвящен целый вебинар логомассажу и в домашних условиях.
При систематическом проведении массажа улучшается функция рецепторов, проводящих пути, усиливаются рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами. Виды развивающего массажа, которые могут использоваться в логопедической практике. Вернее, используются, которые могут родители также проводить, но, естественно, под контролем. То есть сначала должна будет проведена работа именно с родителем. Родитель-специалист должен дать информацию, как проводить массаж. То есть самостоятельно родителям не рекомендуется проводить ребенку массаж. Сначала надо проконсультироваться со специалистом. Так, ну вот какие у нас виды массажа. Массаж и самомассаж лица, массаж и самомассаж кистей и пальцев рук, как мы уже говорили, как сами руки работают, так и с помощью предметов. Плантарный массаж – это массаж стоп. Аурикулярный массаж – массаж ушных раковин и массаж язычной мускулатуры. Ну, чаще и массаж языка проводит все-таки логопед, но родитель может закреплять, незначительно какие-то упражнения выполнять дома самостоятельно, да, с помощью также различных предметов, с помощью зубной щеточки можно выполнять какие-то простые упражнения. Так, ну вот лицевой массаж, об этом я с вами говорила, лицевой массаж языка, мы там говорили на отдельном вебинаре. Следующий массаж пальцев рук, вот ладошек, да, также выполняется, как у ребенка взрослый выполняет массаж, также и ребенок в последующем может выполнять массаж самостоятельно. Так, ну и еще хочу рассказать немножко о биоэнергопластике. Об этом я не говорила, нет у нас слайда такого, но я вам расскажу. Что же такое биоэнергопластика? Тоже является формой здоровья-сберегательной технологии. Биоэнергопластика является новым интересным направлением работы по развитию речи детей и включает в себя 3 понятия. Био – это человек, энергия, сила, пластика, движение. Биоэнергопластика направлена на совместное движение рук, артикуляционного аппарата, что способствует активизации естественного распределения биоэнергии в организме. Благодаря упражнениям на развитие биоэнергопластики у ребенка улучшается кровообращение, при этом укрепляются мышцы лица, развивается мелкомоторика рук и, соответственно, речь. Давайте посмотрим тут упражнение. Итак, вот, например, упражнение называется «Дятел». Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Раздается чей-то стук. На первую строчку постучать правым кулачком по раскрытой ладони левой руки. Тук-тук-тук. Потом наоборот поменяли. Тук-тук-тук. Кулачком левой руки постучали, да? А затем постучать о верхние резцы, да? Раздается чей-то стук. Д-д-д. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Раздается чей-то стук. Д-д-д-д-д. То есть мы и выполнили и движение руками, и в то же время закрепили правильное произношение, выполнение упражнения «Дятел». Так, затем, как мы делаем? Дятел на сосне. Соединить все пальцы рук правой руки, изображая клюв дятла, а левую руку поднять, растопырить, пальчики развести в сторону, изображая дерево. А напряженным кончиком постучать в верхние резцы, многократно и отчетливо произнося «д-д-д-д-д». То есть вы выполняете движение, можно поменять точно так. «д-д-д-д-д». То есть тут задействовано, посмотрите, и руки, и артикуляционный язык задействован. Так. Так, теперь я еще хочу представить такую форму. Это как релаксация. Это комплекс упражнений. На релаксацию используется для обучения детей управлению собственным мышечным тонусом, приемом расслабления различных групп мышц.
Умением расслабляться помогает одним детям снять напряжение, другим, наоборот, сконцентрировать внимание, снять возбуждение, расслабить мышцы, что необходимо для исправления речи. Особенно эффективно вот такое проведение релаксирующих упражнений для деток, у которых есть заикание. Вот для того, чтобы у ребенка формировалась эмоциональная стабильность, ребенка важно научить управлять своим телом. В процессе развития, воспитания, обучения дети получают огромное количество информации, которую необходимо усвоить. А активная умственная деятельность и сопутствующие ей эмоциональные переживания создают излишнее возбуждение в нервной системе, которое накапливается и ведет к напряжению мышц. Умение расслабляться позволяет устранить беспокойство, возбуждение, скованность, восстанавливает силу, увеличивает запас энергии. Что же такое релаксация? Релаксация – это ослабление или расслабление, глубокое мышечное расслабление, которое сопровождается снятием психического напряжения. Релаксация может быть как непроизвольной, так и произвольной, достигнута в результате применения специальных психофизиологических техник. Ну, давайте вот, например, рассмотрим, какая бывает релаксация. Так. Ну, например, упражнение на релаксацию со сосредоточением на дыхании. «Задуй свечу» называется. Глубоко вдохнуть, набирая в легкие как можно больше воздуха, затем вытянуть губы трубочкой, медленно выдохнуть, как будто бы дуя на свечу, при этом длительно произносить звук «у». То есть получается, смотрите, выполняя дыхательное упражнение, мы тоже расслабляемся, да? Это тоже как элемент релаксации. Почему, например, когда ребенок сильно возбужден, мы, например, говорим: давай, вдохнули, выдохнули, да, также то же самое взрослым, чтобы привести в норму свои контроль над возбуждением, да, мы вдыхаем и подышали. Наши мышцы пришли в более успокоенное состояние. Вот, и потом мы можем что-то, предположим, у ребенка спросить, когда он в возбуждении, что произошло. Потому что когда в сильном возбуждении, ребенок не может управлять ни телом своим, ни своей речью. Ему тяжело это сделать. Поэтому сначала мы его расслабим, для того, чтобы он релаксируем, для того, чтобы он смог нам что-то сказать. Так, что же у нас? Упражнения, которые расслабляют мышцы лица. Озорные щечки. Набрать воздух, сильно надувая щечки, задержать дыхание, медленно выдохнуть, как бы задувая свечу, и расслабить щеки. Затем сомкнуть губы трубочкой и вдохнуть воздух, втягивая его. Щеки при этом втягиваются. Затем расслабить щеки и губы. Сначала надуваем. Потом вдохнуть. Втянули, да? То есть надули, втянули. Вот. Это мы учим расслабляться, и упражнения есть. Упражнение на расслабление мышц шеи. Упражнение называется «Любопытная вара-вара». Исходное положение: стоя на полу, ноги на ширине плеч, руки опущены, голова прямо. Повернуть голову максимально влево, затем вправо. Вдох, выдох, движение повторяется по 2 раза на каждую сторону. Да? Затем вернуться в исходное положение, расслабить мышцы. Поворачиваем максимально влево, максимально вправо. И вот головой. То есть вы даже почувствуете, когда у вас мышцы свои, насколько мы привыкли смотреть только прямо, и как мы не любим крутить головой, насколько мышцы наши застаиваются. Поэтому мы тут работаем, расслабляем, вниз опускаем, также голову, расслабляем мышцы. Прижимаем подбородок к груди, затем возвращаемся в исходное положение. Так, то есть, если мы сначала вниз смотрим, мышцы напрягаются, возвращаемся обратно, мышцы расслабляются. Упражнение на расслабление мышц рук. Упражнение называется «Лимон». Опустить руки вниз, представить себе, что в правой руке находится лимон,
который нужно медленно выжать сок. Медленно сжимать как можно сильнее правую руку в кулак, почувствовать напряжение, напряжена ли правая рука, затем бросить лимон и расслабить руку. Ну, я вам покажу так, да, то есть внизу рука должна быть, мы сжимаем, сильно-сильно-сильно сжали, потом бросили и расслабили руку, да, то есть вот эти упражнения туда-сюда, да. Я возьму в ладонь лимон, чувствую, что круглый он. Я его слегка сжимаю, сок лимонный выжимаю, все в порядке, сок готов. Я лимон бросаю, руку расслабляю. Так, выполняется упражнение левой и правой рукой. Так, упражнение на расслабление мышц ног. Палуба называется. Представить себя на корабле, качает. Чтобы не упасть, нужно расставить ноги шире и прижать их к полу. Руки сцепить за спиной. Качнула палубу, перенести массу тела на правую ногу. Прижать ее к полу. Правая нога напряжена, левая расслаблена. Немного согнута в колени. Носком касаемся пола. Выпрямляемся, расслабляем ногу. Качнула в другую сторону, то же самое. Прижать левую ногу к полу, выпрямиться, вдох, выдох. Стала палубу качать, ногу к палубе прижать. Крепче ногу прижимаем, а другую расслабляем. Так, ну и упражнение, вот, например, лошадки. Замелькали наши ножки, мы поскачем по дорожке. Но внимательнее будь, что вам сделать не забудь. То же самое расслабляем, скачем, потом расслабляем ножку. Перебираем, да, ножками. Так, упражнение расслабления всего организма. Называется «Снежная баба». Дети представляют, что каждая из них снежная баба. Огромная, красивая, которую вылепили из снега. У нее есть голова, туловище, торчащие в сторону руки. И она стоит на крепких ножках. Прекрасное утро, светит солнышко. Вот она начинает припекать, и снежная баба начинает таять. Далее дети изображают, как тает снежная баба. Сначала тает голова, потом рука, то есть мы все расслабляем, все тело, да. Постепенно, понемножку начинает таять туловище, снежная баба превращается в лужицу, растекшуюся под земле. То есть это вот можно, для того, чтобы это представить, можно с ребенком предложить. Давай мы закроем с тобой глазки и представим, как мы с тобой расслабляемся. Вот. Можно расслабляться лежа на кровати, можно расслабляться на полу, на коврике специальном, да, ребенку включить спокойную музыку, проговаривать ему о том, что какие-то картинки обрисовывать, как мы находимся на берегу, например, реки, река тихо течет, журчит, вокруг поют птички, и вот такие разговаривать надо полушепотом, не напрягая слух ребенка, расслабляя мышцы. Ребенок лежит, то есть вот нужно обязательно наблюдать за тем, как ребенок лежит, есть ли напряжение у него в мышцах, или действительно он расслабился, и все его конечности расслаблены лежат, и голова не напряжена, не куда-то в сторону смотрит, да, то есть при этом закрыть глаза. Достаточно много тоже упражнений именно на релаксацию. И, конечно же, выполнение различных таких упражнений на определенные какие-то, либо на руки, либо на ноги, либо на артикуляционный аппарат, либо полностью общее расслабление. Естественно, данное упражнение очень нравится детям, потому что в них присутствуют элементы игры. Они быстро обучаются этому непростому умению расслабляться, и в то же время умение расслабляться и группировать свои мышцы, да, чтобы вот ребенок мог своим телом руководить. То есть мы для этого учим. Научившись расслаблению, каждый ребенок получает то, в чем ранее испытывал недостаток. Это в равной степени касается любых психических процессов, познавательных, эмоциональных, волевых. В процессе расслабления организм наилучшим образом перераспределяет энергию и пытается привести тело к равновесию и гармонии. Расслабляясь, возбужденные
Беспокойные дети постепенно становятся более уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети заторможенные, скованные, вялые и робкие приобретают, наоборот, уверенность, бодрость, свободу выражения своих чувств и мыслей. Ну и, естественно, когда идет системная работа, все это позволяет детскому организму сбрасывать излишки напряжения, восстанавливать равновесие, тем самым сохраняя здоровье ребенка. Ну и в заключение вот я хочу вам сказать еще одна форма здоровья сберегательной технологии – это психогимнастика. Психогимнастика помогает создать условия для успешного обучения каждого ребенка. Коррекционно направленное занятие предполагает исправление двигательных, речевых, поведенческих расстройств, нарушение общения, недостаточности высших психических функций. Эти задачи успешно решаются на занятиях по театрализованной деятельности, в логарифмике, на занятиях во время динамических пауз и на занятиях сюжетно-ролевых игр. То есть, когда ребенок учится диалогической речи, когда учится взаимодействовать с другими детками. Естественно, все это вот наилучшим образом, конечно, все в театральной деятельности используется. Дома также можно с детками играть в театрализованные игры, придумывать сказки, даже не обязательно одевая ребенка в какую-то роль, а придумать самостоятельно сказку, то же самое, вырезать каких-то героев, придумать и сделать настольный театр какой-нибудь, это тоже будет некая психогимнастика. Также логарифмика – это когда проигрывается в музыкальном оформлении какие-то композиции с ребенком выстраиваются, то есть ребенок учится и речевому общению через музыкальное сопровождение. Так, ну вот, наверное, хочу сказать вам большое спасибо за внимание, за то, что вы прослушали мой вебинар. Я думаю, он имеет свое применение, то есть успешен в применении всей здоровье сберегающей технологии. И многие их используют. Вот. Но, наверное, я просто вам рассказала о неком комплексе, да, как можно, помимо всего, многие могут и не знать, что это является именно здоровьесберегательной технологией какой-то. Если у вас возникают какие-то вопросы, то вы можете обращаться к нам в консультационный центр в республиканский. Записаться можно, вот сейчас вы видите сайт, по которому вы можете записаться на консультацию к логопеду, психологу, дефектологу, заполнить форму в разделе «Запись на консультацию», позвонить в консультационный центр по телефонам горячей линии, которую вы видите на своем экране, а также на страничке социальной сети ВКонтакте. Адрес вы тоже видите на своих экранах. Я благодарю вас еще раз за внимание.